Ну и в завершении программы мы с вами отправимся за пределы страны. Отправимся туда, куда чуть более 100 лет назад двинулись наши предки. Это Япония. В Японии принято считать, что ислам в страну восходящего солнца принесли именно татары. Как они там появились? Ну, во-первых, среди работников Транссибирской железной дороги, которую Российская империя строила с 1891 года, было много татар, перебравшихся сюда со Средней Волги и Урала на заработки. Татары также занимались торговлей. Например, из Китая в Россию везли чай, а из России в Китай экспортировали кожу. Во-вторых, после русско-японской войны интерес к Японии заметно возрос. А в-третьих, в начале 20 века в Маньчжурии, Корее и Японии возникла мода на европейскую одежду. Качество местных тканей оставляло желать лучшего, и предприимчивые татары увидели в этом возможность заработать. Они начали возить ткани из Европы на Дальний Восток. И бизнес этот процветал. Плюс множество татар уехало из страны после революции. Таким образом, в 20-х годах прошлого века в таких японских городах, как Токио, Кобе и других, появились наши соотечественники. В 1927 году в Токио открылась татарская школа. Что же сегодня? Почему историческое здание татарской школы будет демонтировано в ближайшие месяцы? И как так случилось, что татарская мечеть Токио превратилась в турецкую? Об этом в нашем сюжете. Mektepte bunu okup çıktım. 6 yıl okudum. Ondan sonra da Amerikan mekteplerine baralar bitinirse o vakitte Etiğimey'de Amerikan mektebi bir kıymetli. Akşasın bir küptüler getirerek. Bizde indi 2 bala indi Amerikan mektebinde okuyor. 3. bala bulmasın. Seni diyor din dersini okuturga mektepte kaldıram diyor Etiğimey'de. Даян Сафа родился в 1934 году. Родился в Токио, куда его родители перебрались из Харбина. А в Маньчжурии они оказались на рубеже 10-20-х годов 20 века. Бежали туда со Средней Волги. Бежали от событий, развернувшихся после октября 1917 года. Вообще массовая татарская эмиграция в Японию наблюдается в 20-х годах. Профессор Токийского университета Тойо Нобуо Мисава специализируется на японско-турецких отношениях. По его словам, до Второй мировой войны основным тюркским народом, с которым японцы поддерживали тесную связь, были татары. Курбан Гали и еще несколько татарских лидеров впервые приехали в Токио в 1921 году. И приехали они не просто так. Их интересовало, смогут ли они организовать здесь и в других японских городах татарское общество. Помогут ли им в этом деле японцы. Принято считать, что именно в 20-30-х годах количество татар, переселившихся на японские острова, достигло своего апогея. Речь идет приблизительно о 500 человек, которые основались в Токио, Кобе и ряде других городов. Первая татарская школа возникает в столице. Во многом благодаря человеку по имени Габдельхай Курбангали, который смог добиться предоставления земли под здание школы. Именно он и был первым учителем Даяна Сафа. Он и его супруга Эммегульсым Абыстай. Мальчики и девочки учились вместе. Практически все предметы преподавал один человек. Все, кроме религиозных знаний, им обучал мулла. Именно в этом здании Даян Абы научился читать, писать, считать, освоил чтение Корана, узнал, кто такой Габдулла Тукай. Кроме того, в татарской школе, в отличие от японских школ того времени, преподавали и английский язык. Наказание за невыполненную домашнюю работу он помнит до сих пор. Bugün dersini bilmedi. Şu ayda bir kayıtaydık. Ondan sonra da etiğimiz en iyi bizge eyleydi. Спустя десятилетия рядом с зданием школы возникает красавица-мечеть. Первым имамом был легендарный Абдурашид Ибрагим, борец за права тюркского населения Российской империи. Мечеть была открыта в 1938 году и до сих пор является единственным мусульманским храмом во всем Токио. Молельные дома, конечно же, есть, но здание с минаретом – только это. И до сих пор многие в Токио именуют ее именно татарской мечетью, несмотря на то, что проповеди на языке Тукая здесь уже не читаются очень давно. В 1986 году было принято решение снести старое здание мечети. Из-за многочисленных землетрясений и ошибки в проекте в нем попросту стало небезопасно находиться. 14 лет на этом месте ничего не было. И лишь в 2000 году татарское общество Токио передало права на землю и на здание теперь уже бывшей татарской школы туркам, которые и возвели новое здание мечети.
Теперь здесь находится один из филиалов турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре. В Казани, кстати, тоже есть такой филиал, единственный в России. Именно усилиями турков в мае была организована выставка татарского художника Хамзы Шарипова, которую приурочили к 75-летию мечети. Специально для праздничных торжеств семейная чета Сафа прилетела в Токио из Сан-Франциско, где они живут уже несколько десятилетий. Пятничный намаз подошел к концу, настало время обеда. Сегодня в меню татарские перемичи. Neçə pərəməş bişirəsiz bugün? Bugün mü? Sanağın var mı? 950 lira pərəməş olur. 150 ləb neçədə başladınız? Neçədə başladınız? 8'de girdik. Ağır mı? Yok. Kızınız buluşamızsan? Kızım bulmasam ben bu işlerini kızım benim etmiştik. 10 kulum. Сегодня основную массу прихожан составляют индусы, пакистанцы, малайцы и турки. По словам имама мечети Нуруллы Аяза, ежегодно порядка 60 японцев принимают ислам. Проповеди читаются на 3 языках – японском, английском и турецком. Осман Эмин Лияс не пропускает ни один пятничный намаз. Он сам родом из Восточного Туркестана, и мы без проблем смогли объясниться с ним без переводчика. Уйгурские и татарские языки очень похожи друг на друга. Bu yerda Tatar qarindoshlar, O'zbeklar, Turklar, har xil millatlar bor. Kelib paranglashib, ko'rishib, quchoqlashib, mundishib, andan ishlarimizga ketamiz. Мечеть действительно процветает, чего не скажешь о здании татарской школы. Оно пустует уже несколько десятилетий и подлежит либо капитальной реконструкции, либо сносу. Турецкое общество, владеющее землей, планирует построить на его месте новое здание для турецкого культурного центра. Даян Сафа, получивший в этом здании свои первые знания, с горечью в голосе признает, что татар в Японии практически не осталось. Teriklerge tapşırıga turuk ile bütün birbirine. Terikler hazırga benim bildiğime göre, benim kürdüğüme göre terikler bir yakşı bizden alıp bargan mahalle bizden işlerini alıp barıga tırışıp duralar. Sonra inşallah alar devam etseler ama Tatar olarak etisi de enisi de Tatar olarak diyen yaşlar bunda ben hiç gene. Onun için kızganışka karşı Tatarlık beterdi bu oyun. Даян Абы неспроста относится к Турции с таким уважением, ведь именно турецкое государство после Второй мировой войны, когда Япония лежала в руинах, предоставило татарам турецкие паспорта и возможность начать новую жизнь. В 50-е годы многие татары, жившие в Токио, уезжают кто в Анкару, кто в Стамбул, а с 53-го года все обучение в еще работавшей татарской школе переводят на турецкий язык. Даян Сафа, татарин, родившийся в Японии, отслуживший в турецкой армии, а затем переехавший в США и всю взрослую жизнь проживший в Сан-Франциско, на вопрос «Что же для вас Родина?» отвечает, не задумываясь. Vatan minneki Tatar. Şuraya yedirge doğru ile. Ama kaya barsam in yakşı diyen ayber, Japonya kilo in yakşı, in yarıtam. Amerika'da turudan da Japonya kilip tırsam dip oylim küp vakitine. Çünkü benim bak etiyem, eniyem, 2 bıratım, 3 bıratım bitinirse burada vefat etkenler, burada alanın kabirleri. Bizim de bunda 21 yaşıma kadar bunda yaşadım. Ondan sonra her yılda Türkiye'ye vardım, Amerika'ya gittim. Alayda sık sık bunda kilgenimiz için yaratıp kilem. Bu memleket kilsem hemen ilime kaçkan gibi. 今日のニュースターコーナーはピンクレディのお二方でございました。これからも一つ大いに頑張ってください。 Родной брат Даяна Абы, Абдельханан Сафа, в свое время был самым популярным телеведущим на японском телевидении. Его до сих пор помнят и любят как легендарного Роя Джеймса. Об этом и о том, кто еще захоронен на татарском кладбище Токио, смотрите в четверг, 20 июня, в программе «Тотарлар». Раиль Умутбаев, Владимир Гурьянов, 7 дней, Токио.